Шум бензопилы среди густых деревьев Сунжинского лесничества не утихает с утра и до вечера. Бригада из нескольких рабочих, вооружившись необходимой техникой, старается сделать лес чище и краше. Мустафа Гатиев трудится здесь больше года. Работой своей доволен. Она напрямую связана с охраной окружающей среды. Абсолютно условия ждёт. Так же, как человеку необходимо регулярно следить за состоянием своего здоровья и поддерживать тело в тонусе, так и лесные массивы нуждаются в постоянном уходе. В связи с этим в регионе ежегодно проводится санитарная уборка деревьев с целью улучшения состояния лесной территории. Конкретно этот участок именуется верхним складом. Именно сюда свозят срубленные деревья, и здесь происходит процесс сортировки. Здесь привозят древесину, хлысты, длинные хлысты до 20-30 метров. И здесь разделывают ее на ассортименты 2-метровые, 3-метровые, смотря по состоянию дерева, которые можно взять. Санитарную рубку леса подразделяют на два вида – сплошную и выборочную. Название первой говорит само за себя. А вот выборочная проводится в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость. Экологи удаляют больные, поврежденные и усыхающие деревья, чтобы не нанести урон окружающей флоре. Просто так срубить дерево нельзя, в этом деле есть свои правила. Когда дерево рубится, сначала делают подпил, потом делается основной. Подпил делается в том направлении, куда оно должно валиться. Вот мы делаем, допустим, вот здесь подпил. Вот здесь подпил делаем. Сделали с той стороны чуть выше, делаем основной сам пил. Так как он половина подпила и половина, треть диаметра делается подпил, и основное там рубится. Когда она доходит до вот этого самого, дерево сама уже не может она валится. Если другие не мешают деревья, то она валится в том направлении, куда ты его направляешь. Санитарная вырубка леса – работа тяжелая и трудоемкая. При проведении рубок особое внимание уделяется технике безопасности. Более всего это касается работы в горелых лесах, в сухостоях, где повышается вероятность получения травмы. Как правило, подгоревшие или подсохшие корни деревьев не способны долго удерживать дерево, в связи с чем высокая вероятность его падения в любое время, и лишняя осторожность не помешает. Основанием для назначения выборочной санитарной рубки служат данные лесоустройства, лесопатологического обследования или мониторинга. Очистка лесного массива обычно проводится весной, летом и даже в зимнее время. Все зависит от биологических особенностей грибковых болезней и насекомых-вредителей, которые проявляют наибольшую активность в определенное время. Важность проведения данных работ в том, что деревья, зараженные паразитами, они, соответственно, рядом молодняк, который подрастает, эти паразиты, как заканчивается у них, как говорится, корм в данных деревьях, они перекидываются на молодые деревья, соответственно, наносят это большой урон молодняку. И, соответственно, также вот в данном случае, что вы сейчас видели, проводятся работы, молодые деревья путем осветления, вот больные деревья валятся, больше солнца, доступа бывает молодым деревьям, чтобы они подрастали. Общая площадь санитарной рубки Сунжинского лесничества в этом году составляет 150 квадратных метров. Процесс начался в марте. Уже проделано 70% работы. Итоги уборки экологи подведут к концу октября. Михаил Тангиев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.